Попробую. Папа, а дай им тоже хочу. Я тоже хочу. Так, Видишь слона? а таска вот здесь, а цветочек вот там. Темно. А луна не тяну? А, нет. Она слишком яркая. See you soon. Yeah, bye-bye. А мы снова приехали к ребятам. У них там незапланированный ремонт оказался. Им надо было плыть назад, короче. Они совсем рядом, по сути, в Дайтоне остановились, там на краю Дайтоны. Нам всего 25 минут от нас, и мы сейчас снова к ним приехали. Вот, а потом они уже конкретно на юг поедут. Вот, так что такие вот дела. Это видео, да? Да, вы, вот у меня день рождения было когда 18 числа. Мы были в таком упадническом вообще состоянии духа впервые. Вообще походу, а такое тоже может быть, потому что лодка старая. Думаю, мы все, мы как бы не хотим уже больше ничего делать, сколько мне эту лодку вкладывать денег, ресурсов. Замедлиться и понимать, что планы можно строить, но не обязательно, что они именно такими и окажутся. Так что... No turn it out. Yeah, awesome.
Время 3 час ночи, наверное. Мне не спится, я хожу гуляю. На улице где-то 8-9 градусов тепла всего с плюсом. Город вообще вымерший, даже днем особо народу немного, потому что морозы по меркам Флориды ниже 10 ночью. Вот. Ну, мне что-то не спится, я вон хожу гуляю. На океан сходил, блин, все-таки как кайфово жить возле океана. Вышел пешочком, дошел спокойно. Вообще кайф. Так, достал фильтр масляный. Вот там вытекло сейчас все. Так, масло я залил в эти вот баклажки. А то, что чуть-чуть там пролилось, это вот на картонку все. Так что ничего не утекло. Масляный фильтр. Сейчас поставим назад. И можно заливать масло. Головку-то я наконец-то приобрел. Вот этот болта масляного поддона, наконец-то. Так что вот сейчас в темноте, ночью здесь это все на парковочке я делаю. Так, все закрутил, фильтр поставил. Сейчас буду заливать маслица. Маслица я купил самое дешевое, то, что я нашел в Walmart. Full Synthetic 5W30. Вот. Это, говорю, самое дешевое, потому что я не вижу смысла покупать там дорогое, потому что пробег этого двигателя уже 200, по сути, 220 тысяч миль. Вот. Масло, я не думаю, что тут сильную роль сыграет качество масла. Вот. Это обычное простое масло. Главное, не подсолнечное. Вот. Главное, менять все вовремя. Замену масла делать, и все будет, я думаю, нормально. Конечно, я не знаю, сколько этот двигатель еще отходит, но если буду ухаживать, я думаю, 1300. Если он отходит, то это будет замечательно. Потому что я так прикинул, примерно в год на этой машине, ну, 15 тысяч миль буду проезжать. То есть это до 300 тысяч миль еще очень много лет получается. Вот, главное все вовремя менять. И эта машинка Toyota все-таки. Двигатель 2 GR-FE. Надежный. Ну все, теперь иду сливать масло. Отработанное. Специальный маслоприемник, который стоит во дворе одного дома. Очень удобно. Если бы не тот маслоприемник, я, наверное, масло бы не менял самостоятельно. Хотя, по-моему, отработанное масло можно сдать в автомагазине. В автозоне, по-моему, можно. Да, по-любому можно. Я говорю, почему я сам решил масло менять. Потому что довольно дороговато это делать в сервисе. Это около $116 у меня в последний раз вышло. Вот. Самостоятельная замена масла вышла мне примерно, ну, не считая инструментов, потому что я первый раз, там надо было мне трещотку купить, туда-сюда, всякий этот ключ для маслосъемника. Хотя можно было бы и без него
насадка специальная такая, головка для фильтра масляного, точнее, для крышки. Вот. Можно было и без нее обойтись, в принципе. Вот, а так где-то себестоимость всего этого можно, я думаю, в 30, максимум $40 обойтись. Ну, смотря какое там дороговизны масло. Вот, я взял самое дешевое, как уже говорю. Мне с моим двигателем там главное вовремя менять. Ну, откровенное дерьмо не лить. Ну, я не знаю, думаю, в США такого откровенного дерьма нету. Там паленки какой-то. Все куплено в официальном магазине. Поэтому никаких проблем с этим не должно быть. Там получается 5 литров такого масла. Это $17 вышло. Вот. Вот опять я здесь же. Вот use it oil. Сюда же выкидываешь канистру сразу. Вон она вся забитая. Он там показывает уровень, сколько, видимо, заполнено. Черненькое масло. Ну, такое уже видно не свежее. Где-то на ней отъездил около 5000 миль. Все, пошел я спать. Так, сегодня 25 число, Рождество. Погода прекрасная, где-то 25 градусов, 27, жара. Народу много на пляже, со всей Америки, по сути, съезжаются. Вот шезлонги даже поставили. Шезлонги, зонтики. Ни разу такого здесь не видел. Народ приехал. Ох, сегодня же Рождество. Как-то время быстро пролетело, даже какого-то настроения нету. Новый год уже скоро, через там 5-6 дней. И нету чего-то настроения. Как-то время вообще быстро пролетает.
бах, уже Новый год и 22 год будет. Конечно, можно подвести итоги этого года, 21-го. Год был интересный, намного лучше, чем 20-й. Вот. Половина года было даже чуть больше в рабочем состоянии у меня. Дальнобоил я 7 месяцев. И было интересно. Много нового узнал, много нового посмотрел благодаря работе. Вот. Но хватило меня до августа, потому что уже я подустал. Одними и теми же. Сама работа уже наскучила меня именно вот в этой компании, на этой машине, потому что одни и те же маршруты, ничего нового не было. Машина меня подзадолбала, потому что я ездил без круиз-контроля, менять они меня что-то долго не хотели. Я, короче, психанул и ушел. Это так вот бывает, такой рабочий момент. Вот, и ну, год в целом хороший. Хороший, сейчас вот вообще наслаждаюсь жизнью с детьми. И 22 год, какой он будет, интересно. 22 мое любимое число. 22 января у меня день рождения. Это 22 всегда мне нравилось. Все будет отлично в любом случае. Неважно на цифры. Сейчас на океан. Так, мы тут решили выходные себе устроить, поехать в лес. Вот сейчас тут лес какой-то нашли. Вот нужно там зарегиться всем визиторам. Какая шалапы. Ой. Да, тебя на камеру начинает снимать, ты начинаешь ползать. Да? Нет. Ой. Песчаный. Дома тоже нет.
ручки я ничего не вижу. И не на ручки. Сейчас.